В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. 2 августа на месте строительства района Крымская Роза под Симферополем строители устанавливали забор, преграждая доступ людям к так называемой поляне протеста. Местные жители пытались помешать возведению забора, однако полиция выдавила активистов, но позже силовики покинули место строительства. Что сейчас происходит на поляне протеста Стрелковая в Симферополе? Удастся ли активистам отстоять право жить там? И почему Кремль рапортует об успешной политике в отношении репатриантов на полуострове, но в это же время готовит под снос дома крымских татар? Обо всем этом мы будем говорить в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. Напомню, что ситуация обострилась до такой степени, что в пятницу 3 августа крымско-татарский активист Ватан Карабаш совершил попытку акта самосожжения на поляне протеста Стрелковая в Симферополе. Активист облился горючей жидкостью и поджег себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей, которые сносят дома крымских татар, и на их месте компания «Монолит» планирует построить жилой комплекс «Крымская Роза». Давайте послушаем, как это произошло. Знак протеста того произвола, который сейчас творится в отношении нас, я провожу самосожжение. Совершивший попытку самосожжения в центре Симферополя активист поляны протеста Ватан Карабаш получил ожоги 10% кожи. Об этом 3 июля корреспонденту Крым Реалии сообщил активист поляны протеста Ринат Шаймарданов, который посетил Карабаша в ожоговом отделении 6-й городской больницы Симферополя. Цитирую: «Ватан, ожоги 10% кожи, сейчас его намазали обеззараживающими и заживляющими мазями, сделали укол обезболивающего. Врачи говорят о том, что как минимум 4 дня он будет находиться в больнице, после чего будут делать еще один осмотр. Его состояние сейчас стабильное», — рассказал Шаймарданов. А также крымско-татарский активист Нариман Джилял прокомментировал попытку акта самосожжения на поляне протеста. Джилял сообщил, что это уже не первые действия местных российских властей по сносу жилых домов крымских татар. Давайте послушаем. Аналогичную историю уже пережили жители Симферопольского массива Жигулина-Роща, где были снесены строения людей, мечеть, а теперь как грибы растут многоэтажки. При этом абсолютное большинство построенного многоквартирного жилья уходит в собственность или аренду не местного населения, а активно заселяемых властью на полуостров россиян, львиную долю которых составляют российские военные, чиновники и силовики. А также в пятницу активисты поляны протеста встретились с новоназначенным вице-спикером подконтрольного России парламента Крыма Эдипом Гафаровым. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», Гафаров попросил активистов не предпринимать никаких действий до понедельника 6 августа, когда якобы будет озвучена позиция власти по этому конфликту. Цитирую: «Люди потребовали хотя бы забор убрать, чтобы был проезд к домам». Гафаров ответил, что он не уполномочен в решении данного вопроса. Также он заверил людей, что в понедельник в 13:00 им озвучат решение по данному вопросу, а до этого попросил никаких действий не предпринимать, говорится в сообщении. Также участники поляны протеста объявили бессрочную голодовку, пока их вопрос не будет решен. Собственно, буквально через 45 минут, по обещанию Гафарова, должна быть озвучена позиция официальных властей. В то время мы попытаемся установить с нашими гостями, спикерами о том, что происходило за выходные на поляне протеста, что там происходит сейчас. На связи с нами Замир Анарбаев,
Арбаев, активист поляны протеста Стрелковая. На его дом наложен арест, и сейчас мы поговорим с ним. Замир, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на поляне протеста Стрелковая? Ну, смотрите, значит, 2 числа, после того, как нас силовики выдавили, строительная техника начала возводить забор, и они до самого утра полностью перекрыли те дома, в которых мы проживаем. Эту территорию, которую они перекрыли, сейчас там порядка 15 домов, из которых 5 жилых и 10 домов разной степени готовности. Теперь они по периметру расставляют охрану, дабы следить за порядком или еще что там неизвестно. И плюс регулярно по периметру ездит полиция. Вот в таком сейчас состоянии мы находимся. То есть сообщение о том, что силовики фактически ушли оттуда, они как бы не подтвердились, или силовики вернулись, просто вот их стало больше, меньше? Нет, силовики, когда они дали возможность закрыть нам полностью входную часть, откуда мы ходили к себе на работу, и дети наши ходили по садам, по школам, после этого они через час покинули это место, и строители начали вовсю закрывать весь периметр. Естественно, какая-то часть полицейских оставалась, а вот эта вот часть полицейских, которые выдавили нас, они, естественно, покинули территорию. Но с тех пор, как силовики выдавили активистов, попыток препятствовать работе строителей не предпринималось? Предпринималось. Дело в том, что людей же разогнали, чтобы они не пытались заново пытаться препятствовать строителям. И тем временем оставалась какая-то небольшая часть полицейских, где нам пригрозили в случае каких-то неповиновений, что будут аресты. Естественно, мы дальше не стали. Мы не ожидали, что правоохранительные органы, которые должны защищать интересы населения, займут сторону застройщика. А подскажите, Замир, вот теперь как выбираться жителям поляны протеста? Есть возможность ездить, выезжать за ее пределы? И насколько вообще усложнило появление этого забора жизнь жителей поляны протеста? Естественно, усложнило, потому что они нам сделали въезд с другой стороны. Это со стороны Киевской улицы, где остался один всего лишь проезд, где стоит вагончик, где стоит охрана. А пока они, естественно, как говорил их директор строительной компании «Акура» Семененко, нам еще никаких пропусков не выдавали. Но дело в том, что уже им было объявлено, что они нам дадут всего лишь 2 месяца возможности попадать к себе домой. Поэтому что будет дальше, нам еще неизвестно. Они, я как понимаю, сейчас укрепляют позиции, установили ворота, вагончики, куча охраны, регулярно куча машин заезжает разнообразных. И вот, и говорю, полиция постоянно патрулирует периметр, в котором мы находимся, в котором мы проживаем. Скажите, пожалуйста, вот в пятницу стало известно, что, по крайней мере, по словам господина Гафарова, в 13:00 будет озвучена официальная позиция властей. Что вы ожидаете от крымских властей по этой ситуации? Мы ничего положительного, естественно, не ожидаем. Мы прекрасно понимаем, что все они в курсе, потому что мы на протяжении 4 лет уже оббиваем пороги всех чиновников, которые могли бы повлиять на эту ситуацию. Вот. И мы хотим просто официальную позицию их не услышать для того, чтобы дальше как-то в правовом поле можно было сохранить свои интересы, свои дома. А подскажите, вот если позиция властей, как вы ожидаете, останется неизменной, вы уже планировали свои дальнейшие действия? Будут ли продолжаться акции протеста? Ну, об этом никто ничего сказать пока в данный момент не может. Мы сейчас, честно скажу, особо как не рассчитывали, так и не рассчитываем. Но нам очень важно услышать официальную позицию властей. То есть, скажем так, каких-то конкретных планов действий на случай, если давление силовиков будет продолжаться, у вас нету, я правильно понимаю? Ну, силовики свою работу сделали, они нас дали возможность огородить строительной компании, то есть от них какие еще могут быть давления? Они больше в данный момент никакую роль не исполняют. Подскажите, пожалуйста, есть ли опасность того, что вот подобные акты самосожжения, как это было в пятницу, они будут повторяться? Потому что, насколько я понимаю, для многих это последний вариант найти себе жилье.
Ну, это, конечно, не исключено. Вы же понимаете, люди уже 2 года находятся в этом прессинге. То есть за эти 2 года Земнадзор людей затаскал по судам, высушил от этих судов. Суды – это вещь не дешевая, как нам стало известно на протяжении этих 2 лет. Суды у каждой семьи там от 15 до 30, как я уже говорил. А Земнадзор мало того, что нас привлекает к судам, еще нас штрафует. Штрафы разнообразного характера – 5-10 тысяч рублей. Тем временем строительная компания, с одной стороны, подает на снос на основании договоров аренды, заключенных в 2016 году, который подписал сам Геннадий Сергеевич Бахарев. Вот. С другой стороны, подает администрация на снос домов. И люди уже, естественно, в отчаянии. Они прекрасно понимают, что если у них отберут это жилье, то есть суды подвели уже, 3 семьи в данный момент подвели к сносу. Уже вот эта исполнительная служба тоже приезжает, постоянно выписывает штрафы. Так что люди такое на изводе. У людей неизвестно, что может произойти завтра. Каждого человека, как стало известно, на каждом этапе сдают нервы. Замир, подскажите, пожалуйста, а местные власти никаких альтернатив и вариантов решения проблемы не предлагают? Возможно, выселить какое-то другое жилье, предоставить какой-то другой земельный участок? Или просто людей заставляют покинуть место, фактически выгоняют на улицу? Администрация города после того, как подписала договора аренды, она умыла руки. В данный момент с нами непосредственно пытается вести переговоры сама фирма «Монолит» и звонит людям на телефоны, мотивируя то, что все суды это бесполезны, что тут уже принято решение, что будет большой микрорайон «Крымская роза», и то, что вы здесь оставите, это не рассматривается. Поэтому мы вам предлагаем с помощью нашей оценки получить хоть какую-то компенсацию, чем остаться вообще без ничего. Но мы-то понимаем, что за эту компенсацию мы-то выстрадали 12 лет. Вы понимаете, дом построить это не штукатулку какую-то поставить. Это каждый год откладывать, что-то делать. И сейчас, даже если они дают нам какую-то смешную компенсацию, мы где будем жить? В подвале, я не понимаю. Понимаете? То есть перспектив того, что куда поселить свои семьи, нам никаких нет. Замир, а вы можете назвать примерную сумму компенсации, просто чтобы наши слушатели понимали, о каких суммах идет речь? Или вы, в принципе, вы даже не начинали вести подобные переговоры? Сумма компенсации зависит от того, насколько он сумел построить свой дом. Я вам просто приведу пример за свой дом. У меня дом 106 квадратных метров, я его строил ровно 12 лет. Ровно 12 лет откладывал, и со своей семьей мы строили понемножку. Вот за эту вещь, за этот дом нам дают 1,7 миллионов. Когда я спросил у сотрудника «Монолит», которого лично я был, я говорю, а что я за это куплю? Он говорит, ну хоть участок купишь. Я говорю, а за что я буду жить? И он говорит, больше мы не дадим. Я говорю, мы не согласны. Ну тогда, говорит, готовьтесь к сносу. Вот такая риторика была. Я понял. А подскажите, пожалуйста, вот в принципе, есть ли семьи, которые согласились на компенсацию от «Монолита»? Есть семьи. Самый первый, кто ушел от нас, это Вадим Кузнецов, который увидел, что начались колоссальные суды у людей. Он сказал, я не располагаю такими средствами отставить свои права на эту землю, поэтому я принял со своей семьей решение уйти, пока не поздно. Это был человек, который был первым и который ушел отсюда. Все остальные, которые ушли, аналогично. Когда увидели, что нас начали именно таскать по судам, они приняли для себя решение, что они не сумеют защищать свои интересы, потому что это очень дорогое удовольствие. А, Замир, скажите, пожалуйста, вот ваш дом фактически сейчас арестован, но практически вы пока еще можете там жить? У вас есть пока еще возможность проживать в своем доме? Смотрите, да, я еще могу жить. Все решения суда по сносу вступили в силу. В данный момент мы подали по сносу на кассацию, но у моих соседей, которые чуть-чуть опережают события, кассацию отклонили, они подали на кассацию в Москву. Тоже, если отклонят там в Москве, они планируют тоже подавать по правам человека, потому что им тоже некуда идти. Ну, по вашему мнению, вот если будут проиграны все судебные разбирательства, возможность получить компенсацию от застройщика останется, или если вы решаете идти в суды, то застройщик не будет вам ничего уже компенсировать? Для себя уже приняли решение еще тогда, когда все это началось 2 года назад, что на эту компенсацию никто не согласен.
И, естественно, поэтому у нас и такие суды набрали в количестве. Я понял. То есть для вас это уже вопрос принципиальный, это вопрос не сколько получения, не получения денег, а вы просто не согласны, когда вас выселяют из дому. Ну, тут не только принцип. Здесь, понимаете, мы вросли в эту землю, мы ее выстрадали, мы 12 лет за нее боролись. А что при одной власти, что при другой. Но только при другой власти почему-то эту землю решили, зная о том, что мы там находимся, отдать застройщику коммерческой компании, приближенным к высокопоставленным людям республики. Что ж, Замир, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Замир Анарбаев, активист Поляны протеста Стрелковая. На его дом наложен арест. Он рассказал нам о том, что сейчас происходит на Поляне, какие действия предпринимают силовики, на что рассчитывают сами активисты. А к нашей беседе буквально через минуту присоединится Искандер Бариев, член Меджлиса и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Я же хочу напомнить, что вы слушаете радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии, в эфире с вами Александр Голубов. Напомню, что мы говорим о последних событиях на поляне протестов, о том, что усилились действия крымских силовиков компании «Монолит» в направлении выселения жителей поляны протеста. И вот мы вспомнили о трагическом случае, о попытке самосожжения Ватана Карабаша, о том, что он получил 10% ожогов тела. И с нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, скажите, пожалуйста, вы не в курсе, в каком сейчас состоянии находится обожженный активист, что с ним происходит и есть ли надежда на его выздоровление? Добрый день. Я думаю, Замир был на связи, он мог дать более полную информацию о состоянии Ватана Карабаша. Но, насколько я владею информацией, после той акта самосожжения, он был госпитализирован в 6-ю городскую больницу. У него определили 11% ожога его тела и, соответственно, начали оказывать медицинскую помощь. В любом случае, я думаю, что на данный момент он, скорее всего, находится еще госпитализирован, потому что при таких ожогах все-таки он должен находиться в госпитале и, соответственно, получать госпитальную помощь. Что касается самого акта самосожжения, то в некоторых российских СМИ и оккупационных СМИ мы начали отслеживать то, что якобы это было подстроено, якобы это было инициировано так вот с целью для того, чтобы просто запугать и так далее. Я скажу однозначно, что Ватан Карабаш, он является членом такой легендарной семьи. Его родители Мумине и Рустем Ага Карабаши, они с 1968 года пытались вернуться на родину. И они подвергались постоянным выселениям из родины еще с того периода, из Крыма. И в 1970 году был рожден Ватан, и в переводе это означает «родина» с крымско-татарского. И поэтому его родители и назвали таким именем Ватан. И что касается самого акта самосожжения, то если мы вспомним сами процессы или сами способы борьбы ненасильственного крымско-татарского народа, то подобные акции совершались в 1978 году, когда Мусу Мамута
несколько раз выселяли из дома, который он приобретал, в деревне, в которой он родился. И в итоге, пока он не облил себя бензином и не сжег, его семью не оставили в покое. И, к сожалению, Мусамамуд погиб, и есть даже поэма «Живой факел». Или если мы возьмем период начала 90-х годов, конца 80-х и 90-х, многие крымские татары для того, чтобы добиться выделения земельного участка для строительства жилья, обливали себя бензином, совершали молебен для того, чтобы совершить акт самосожжения. И это каким-то образом влияло на решение вопроса. И поэтому вот подобные акции со стороны Ватана, которая произошла, она действительно была шагом отчаяния, шагом безысходности, потому что мы видим те процессы, которые происходят сегодня на поляне протеста по улице Стрелковая, Никанорова и Киевская, когда с 2006 года, на самом деле, эта поляна протеста появилась. Понятно, что там собирались списки, подписи, там список людей, что на этой поляне протеста уже были сформированы или были построены жилье этими представителями поляны протеста. Далее, эта земля является коммунальной собственностью города Симферополя. И, в принципе, даже были промежуточные решения, которые позволяли людям надеяться на то, что за ними закрепят эти земельные участки. Но мы видим, что, опять же, продолжаются, я бы сказал, репрессии по отношению к нашим соотечественникам. И несмотря на то, что даже сама оккупационная власть после оккупации принимала ряд нормативных документов, в том числе и распоряжения так называемого главы Республики Крым, мы видим, что все равно проводятся давление, вытеснение и нарушение права на получение земельных участков. А если к этому вопросу подойти более глобально, то на момент захвата Крыма оккупантами на территории Крыма существовало несколько десятков вот таких полян протестов. И для того, чтобы оккупант, скорее всего, понимал, что наиболее самоорганизованные вот как раз-таки являются люди с таких подобных полян протеста. И первоначально они начали заигрывать с лидерами этих полян протеста, предлагая им самостоятельно отказываться от этих земельных участков, обещая их наделить альтернативными или другими земельными участками, или впоследствии закрепить за ними эти земельные участки, что в принципе и происходило именно по данному адресу. При всем том, сама задача была снизить какой-то градус и снизить самоорганизацию среди этих полян протестов для того, чтобы потом притворить в жизнь те свои задумки, которые, в принципе, которых они не отказывались. И поэтому вот ситуация со Стрелковым является живым и наглядным примером всех вот этих процессов, что оккупационная власть не собирается решать проблемы крымско-татарского народа, который пытается, скажем, жить на своей родине, а всячески препятствовать этому процессу. Эскендер, вот смотрите, вы сами сказали о том, что в 70-е годы, 80-е, 90-е годы эти случаи самосожжения уже происходили, и тем не менее тогда советские власти, они, скажем так, они поддавались этому давлению. Для них такой акт отчаяния служил поводом для того, чтобы изменить свое решение. В то же время, вот вы говорили там о российских СМИ, которые видят в этом какие-то конспирологические теории. Я предлагаю далеко не ходить. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал самоподжог активиста постановочной сценой, устроенной экстремистской организацией. Это цитата. Заявление опубликовано на РИА Новости, вот цитирую: «Под вывеской крымско-татарских протестов представители запрещенных в России экстремистских организаций устраивают постановочные сцены в лучших голливудских традициях, рассчитанные на внешнего потребителя», заявил Бальбек. То есть вот что это такое? Почему такой акт отчаяния фактически у представителя того же народа, Бальбек все-таки тоже крымский татарин, вызывает вот такую, я бы сказал, негуманную реакцию, позволю себе оценку?
А что мы можем ожидать, или какую реакцию мы можем ожидать от человека, который полностью, скажем, изменил принципам национального движения, подходам в национальном движении? Кроме того, ему нужно выслужиться перед своими хозяевами, перед которыми он пытается продемонстрировать то, что в Крыму все хорошо, и он имеет свое влияние на эти процессы, и, соответственно, может контролировать эти процессы или влиять на дальнейшие процессы в этом случае. Вот в отличие от 70-х и 90-х годов, вот как раз-таки подобных, как Бальбек, по сути дела, не было. Потому что на тот момент пытались, конечно, если мы вспомним там письмо 17, когда также в Узбекистане искали представители так называемой крымско-татарской интеллигенции, которые писали о том, что нам не нужно возвращаться в Крым, что мы укоренились в Узбекистане и так далее. При всем том, основная и подавляющая часть нашего народа верила активистам национального движения и, соответственно, вела борьбу за возвращение на родину. И мы получили результат. Мы в большинстве своем вернулись на родину, но как бы это сложно не было. Поэтому в этом случае в семье не без уродов однозначно, что будут находиться вот подобные, как те 17 в 70-е годы, так и Руслан Бальбек, который должен отработать свое депутатство в Государственной Думе, соответственно, он будет делать любые заявления в СМИ, дабы снизить градус и показать о том, что якобы постановочно или нет. На самом деле, я хочу сказать следующее, что как бы постановочно даже не пытались сделать, чтобы облить себя бензином и поджечь, наверное, для этого нужно иметь либо очень сильный дух, либо на самом деле дойти до самого крайнего отчаяния. Кроме того, я приведу другой пример. На сайте Крым Реалии вот эти съемки с поджога, они не до конца транслируются. Дело в том, что дальше процесс, когда сам Ринат Шаймарданов, который непосредственно участвовал в процессе, он заявил, что поднял этот русский паспорт, он стал говорить о том, что он один из тех, который ходил на референдум, что он сжал руку Путину, что он получил медаль, и он готов и паспорт, и медаль отправить Путину по почте до тех пор, пока не будут разрешены вопросы. И на самом деле по реакции Рената Шаймарданова было видно, что Шаймарданов не ожидал и не является участником вот этого так называемого, в кавычках, постановочного акта. И он был на самом деле очень сильно и в истерике и испуган. А зная Шаймарданова как очень спокойного человека, в этом случае это очень хороший индикатор, который доказывает о том, что никакого постановочного там акта не было. Это была акция, акция отчаяния. И другой вопрос, что может быть, если бы Ватан Карбаш был бы профессиональным политиком, то, возможно, он это бы сделал бы более профессионально для того, чтобы привлечь больше внимания к этому процессу. А он сделал это как обычный человек, права которого нарушаются оккупационной властью. Искандер, у нас осталась буквально минута, и я не могу не задать вам вопрос. Получается, что такие акции отчаяния, как самосожжение, не действуют. Ну, по крайней мере, не действуют на подконтрольные Кремлю власти. Юридически, как мы выяснили в нашей беседе с господином Анарбаевым, тоже невозможно никак защитить свои права. Акции протеста не действуют на российских силовиков. Что остается жителям Поляны протеста, чтобы пытаться защитить свои права? И есть ли вот такая возможность? На самом деле нужно использовать любые формы, но я имею в виду ненасильственные формы. И в любом случае акции протеста должны продолжаться. И это право людей на землю. С другой стороны, я еще с 2014 года неоднократно говорил и повторюсь снова, что в этом случае должно помочь украинское государство. И поскольку сегодня официально в Автономной Республике Крым отсутствуют органы местного самоуправления, как на уровне республики, так и на уровне городов, сел и так далее, согласно решению Конституционного суда от марта 2014 года, то сегодня вполне может принять решение либо Кабинет министров, либо Верховная Рада Украины по закреплению данных земельных участков. Тем более данные на всех этих людей по этим самозахватам или самовозвратам, они есть.
И поэтому таким образом мы даем или помогаем нашим соотечественникам бороться за свою землю, потому что если будет решение уже компетентных органов Украины, то, соответственно, они будут являться собственниками, законными собственниками в рамках украинского законодательства. Эскендер, я вынужден прервать вас. Наш эфир стремительно подходит к концу. Напомню, на связи был Эскендер Бариев, член Меджлиса и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. В студии был Александр Голубов и радио Крым Реалии. Услышимся.